Люди раздетые, разбутые. Вещи даже не брал. Вам не разрешили вернуться в дом? Нет, То как вот были? нет, нет. Потом товарные вагоны стоят. Буржуйки в середине стоит. Да, да. У них сзади висят хвосты, шапки. Угу. Листья, да. Что это за народ, мы думали. Дом я оформил поневоле. И жили. فهذا غامت الدرفت تانا وكمن يقيلات بوا برتي وكمن يقيلات دوا تحاو تغلري. Недавно в гостях я побывал у очень добродушной, светлой, чистой и гостеприимной семьи Саруждина Погорова. Саруждина Погорова, я думаю, многие из вас, моих подписчиков, которые проживают в Ингушетии, а также в Чеченской Республике, знаете. Ему еще исполнилось 95 лет. Это золотой фонд Кавказа, так можно смело говорить. С Саруждином мы по душам поговорили. Вы знаете, таких стариков все меньше и меньше остается, которые знают про историю тех событий, о которых я так очень часто говорю. А говорю я за события 1944 года, за события 1992 года и немного говорил за 2018 год. Кстати, один из сыновей, можно так сказать, пострадал и преследуется за тот митинг, что, опять же, несправедливо. Я говорю про Ахмеда Погорова. Всех моих подписчиков, а также постоянных зрителей я приветствую. Меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях. И не только. И сегодня суббота, это значит, что на моем канале выходит блог, либо влог, или прямой эфир. Но сегодня вот блог на очень важную, серьезную тему, которая касается жизни на Северном Кавказе, а именно Республики Ингушетия. Потому что у меня достаточно большая аудитория жителей Республики Ингушетия. А также от меня ждут новых роликов ингуши и в целом вайнахи, которые проживают за пределами республики. Одним словом, будем говорить о депортации, немного поговорим о осетино-ингушском конфликте. И в конце Саруждин обратится к будущему республики и к будущему нашей страны. Поэтому, если вам интересно, то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие влоги, а также прямые эфиры. Ставьте лайк и пишите ваш комментарий по ходу просмотра этого блога. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы и комментарии. И да, если вы хотите поддержать мой канал, то все реквизиты внизу в описании под этим блогом. И самое главное, никуда сейчас не уходите, оставайтесь со мной. Поехали! Сиражуддин Погоров видел и прошел депортацию 1944 года, этническую чистку ингушей в 1992 году, митинг в 2018 году. И сегодня он решил поделиться своими воспоминаниями. Друзья, я нахожусь в гостях вновь в ингушской семье у Саруждина Погорова. Этот воинственный, не побоюсь этого слова, мужчина прошел и видел очень многое. Ему 95 лет, а вот сейчас он передо мной сидит в силе, в духе, как будто пацан молодой, лет 20. И я сюда приехал к вам не просто так. Я был недавно в Казахстане, в феврале месяце, для того, чтобы узнать историю вашего народа, вайнахов, по какой причине вас депортировали, как вы там жили, чем вы там занимались, как выживали и когда разрешили вернуться. Да? Кто-то вернулся, кто-то остался. Хотел узнать причину, почему все-таки многие вайнахи остались там и не вернулись к себе обратно на родину. И вот было бы, конечно, интересно с вами пообщаться здесь, на родине, в Республике Ингушетия. Вас будут смотреть многие люди, можно сказать, по всему миру. Вот. Когда выселяли, мне уже было 18 лет. Месяц 3 заранее
говорили, разговоры были, слухи, что хотят выслать. Никто не верил. А кто знал, они подготовили себе. А которые не знали, их уверяли, что неправда, не будет выселять. Старшие и органы все обговаривали, что не будут выселять. Может, там редко кого будут, а так всех не будут. А вдруг в 1944 году уже в каждом доме закрепляли по 3 человека военных. И они знали, изучали, что у тебя, сколько семья, что у тебя имущество, что у тебя имеется. Они изучали все. И в 1944 году уже начало. Угу. Как тебе сказать? Рано утром в темноте. А вы находились в В Базорке? доме, да, в Базоркине. Угу. Да, тогда было это Базоркино. Угу. Рано утром зашел к нам один солдат и офицер. А мы, младший брат, я и мать. Больше у нас не было. Старшие 4 умерли мы маленькими. А отец работал, отец тоже умер, а работал он, Полимхоз назывался этот, где сейчас дурдом, Угу. там было племенной, все, и там он работал. И потом офицер спрашивает, в доме, да, дома, вас будет выселять. Давайте готовьтесь. Угу. Ну, и на этом все. Потом уже рассвет, А вы не поверили, наверное, да? но не поверил. И я вышел. Никого из мужчин нету. Родных и других. Ни одного мужчины нету. Всех забрали. А у нас был большой мельница. Угу. Под наше название, нашу фамилию было Мельница. Я туда к мельнице пошел. Идет один солдат. Длинную винтовку, уже торчит до земли. Сам маленький. Идет. Пойдем, говорит, там собрание, говорит, послушаешь. Там ваши все там, послушаешь, собрание там. И я поверил и пошел с ним вместе в школе. Средняя школа, вот на дороге, на асфальте стоит школа, старая школа стоит там, левой стороне. И пошел, там уже окружен Военными. военными. На машине залез, как сегодня помню, Папахой, генерал.
когда вначале ему обратился грамотные, четко обратились к нему, что так и так, и за что, туда-сюда. Я своими глазами видел, вот так слушал. У него слезы пошли, у этого генерала. Я ничего мне говорить не могу сделать. В школе был хвост, а перед началом было в концерном заводе Майском. Народ, мужчины, всех мужчин погнали. Ни один выстрел не был. Ни один. Это было чудо. Что они стреляли? Чудо было. Так, это, если не от Бога, это не от людей было. Спокойствие, пошли. И туда, и там эшелоны стоят, товарные вагоны. Это на Зране, наверное. А? На Зране, да, стоит? Нет, в концерном заводе. А, где концерный завод? Майский, тогда концерный завод это был. Все. Майском. Тогда 3 барак там был. 3 барак. Ни один дом там не был. В Майском. Концерный завод, только огражденный концерный завод и 3 барака рабочих. Больше там ни один дом не был в то время. И начал дождь, снег. Люди раздетые, разбутые. Вещи даже не брал. Вам не разрешили вернуться в дом? Нет. То как вот были? Нет. Тайно, которые вернулись, мы тоже вернулись тайно. Но которые мы загрузили в машину, эта машина отобрал, нас отвезли, а шофера забрали военные. И туда привезли, а мать, младший брат дома остались. Не буду врать. Мать рассказывала. Солдаты, вот это солдатик, он помогал. Русский, который, да? Помогал. Бабушка, старые вещи не бери, новые бери. Старые не бери, но вещи домашние. Новые вещи бери и кукурузу бери. 4 мешка кукурузы и студебекры. Тогда были студебекры, вот это машины, вездеходы. И на этой машине семьями, другими семьями привезли их туда, в концерный завод. А наши родные дяди, двоюродные братья, они с этой стороны были. А эти односельчане, ну, знаю я их, и знал, ну, не родные были. И когда разгрузили вещи, каждый закреплен был. Солдаты, офицеры, каждому по списку, они поручены были. И ни с того ни с сего наши двоюродные братья, они все оттуда вещи перетащили сюда, к себе, чтобы вместе были.
Потом офицер ищет. Ну, офицеру объяснили, он ничего не сказал, записал. Потом товарные вагоны стоят, буржуйки в середине стоит. Да, да. Не у всех из Забечи была еще буржуйка. Да. А если был бы, не дай бог, один выстрел, в то время вокруг стояли танки, пулеметы. Это за школой. А это люди не знал. Угу. И уже снег ломает брички, ломает колеса и жгут. Холодно, мокро. Да, в феврале. А когда уже вагоны открыли, по 8 семья. По 8 семья вагон. Вагон по 8 семей, да? Да, Это маленький вагон. маленький, я видел. Маленький вагон. По 8 семью. И Не делили мужчин, женщин сразу в один нет, вагон нет, всех. каждый Детей. свою семью. Мгм. И когда открыли вагон, люди думали, что домой пришли. До того мокро, холодно. И потом ехали мы 18 суток. Мать наша, 18 суток старики эти лежали на нарах, а женщины стеснялись. Мать наша, вот так 18 суток на мешках сидел. Вот так сидя, она спал. Сидя. Голову даже не склонил. Честное слово. Приехали туда, А вы, нас привезли, я перебью, а вы не знали же, куда вас везут, да? не знали, Там же не было окон, ничего. не еще. знали, ничего не знали. Да, то есть, Потом уже переступили Казахстан, у них сзади висят хвосты, шапки. мгм. Листья, да. Что это за народ, мы думали. Посмотрели, что это за народ. Казахстан привезли. А куда именно? Акмольская область тогда, станция Акуль, был Алексеевский район. Станция Акуль нас разгрузили. Наш вагон и... Все живые остались в вашем вагоне? А? Все остались живы? Все живые остались. Все живые. А которые умирали, на дороге забирали. Вы выбрасывали? Больницу, которые болели, забрали. Как бы ты ни спрятал, все равно находили мертвый. И Алексеевский район, станция Акули, там нас разгрузил. Одни наши фамилии, одних забрали в другой район. Журавлевск, Калининский район, 45 километров. А мы остались в Акуле. Потом нас повезли 45 километров. Необитаемый остров можно было назвать. Казахи жили, одни казахи. Да, село недовидное. Туда повезли. А на чем повезли вас? На верблюдах, сани, на санках.
мы 6 человек, наши дядики, и двоюродные братья, мы поехали туда. А женщины, семьи остались здесь, Акули. Потом приехали туда. Ой, не дай Бог, видать, то, что там было. Они сами еле-еле, Выживали. да, выживали. Нищета, голод, голодомор у них. Потом обратно должны ехать за семьями. Сами должны ехать. Потом наш дядя сказал, езжай с ними обратно, любым путем договоритесь там, чтобы мы обратно поехали обратно туда. И поехал он с ними. С этими санками поехал туда, обратно, Акуль. Поехали, и там обговорили комендантом, все обговорили, ему что там нужно сделать. Наши семьи оставил, других семей на нас место, других семей привезли. Угу. Едут другие семьи, и верблюды, которые нас привезли, их привезли в другие семьи. А наш, который послал, двоюродный брат, он приехал на быках. Водители быков русские, и привезли 6 саней. Мы загрузили обратно свои вещи, кукурузу, туда-сюда. То, что отвезли, загрузили этим обратно. А этих привезли туда, других. Это тоже мы знаем. С нашего села были. И там много подыхали. Там подыхали много. И нас устроили за господ. Акули был за господ. Скот принимал, за господ был. И нас устроили там. Рабочему 600 грамм хлеб был. Иждивенцу 300 грамм был. Там за господ давал. И мы там устроились и работали. То, что 7 хозяйств. И потом проработал им там, год я проработал. Потом меня забрал как труд армии на железную дорогу. А лет сколько вам было на тот момент? 18 лет то не было. Угу. И я как труд армии железной дорогой работал. Проработал я. То, что мы, мать, привезли домашние вещи, новые вещи, все попродали. Все попродали. Вот этот 600 грамм, который мне дают, по 300 грамм младшему брату, матери, вот это кило 200 я покушал, пошел домой. А мать, чтобы голодные не были, все вещи продавали за хлеб. Вы верите, которые там жили, старые жители, кожи
варили кожу, кушали, скотской кожей. Они тоже так же жили. А там объявили, что едут людоеды. На вас. Они, да, что люди потом разузнали, убедились сами. Совсем не то. Я поэтому тебе и говорю. С тех пор идет это. Угу. Вот так и проработал там. И уже последние вещи за квартиру мы платили. Угу. И вот я пошел в комендатуру. Я хочу, я говорю, уехать к своим. А комендант спрашивает, у тебя же все родные здесь, говорит, Акули. Нет, говорит, у меня, я говорю, у меня и там есть родные. Это Калининский район, другой район, ну, Акмольская область. Никуда, говорит, не поедешь. Я из комендатуры выйду, я говорю, я поеду. Пошел я за зерно. Машины вот так идут. Разгружает и выгружает, пустой выходит, зил. Я спрашиваю, куда? Угу. Журавлевку, говорит. Журавлевку. Да Урюпенький довезешь, я говорю. Кое-что вещи там есть, я говорю, маленькие. Довезу, говорит. Сколько тебе, я говорю. Что отдашь, говорит, хорошо. Мать не знает, и младшие братья не знают, ничего. Я говорю, подъезжаю машиной. Давай, я говорю, грузи. Куда? Давай, не разговаривай, давай. Быстро. Закинули вещи, остаток. И поехали. Матерь я посадил в кабину, а сами двое сели наверху, в кузове. Приехали у Рупеньку. Там одни русские живут. Вот это село. Угу. Очень хорошее село было. Очень хорошее село. И приехали к дядьке, разгрузили мы. У них приютили, они построили, дома построили. И приютили там. Потом коменданту надо сообщить. Дядька комендантом позвал, договорился, сделал, уладил все. Я пошел работать в колхозе. В колхозе кое-как легче. Кое-что есть. Да. И вот так и начали. В 1947 году, в конце 1947, меня посадил в Шинецку. За килограмм, тогда указ был, за килограмм 15-20 лет давал. Да. А у меня забрали 450 килограмм. Да. А я 2 недели не был, как я женился. Угу. И пшеницу забрали, кто-то ляпнул. И знали, кто ляпнул. И своих. И посадили, мне дали 11 лет.
Я был 5 лет, на Рильске был. В Таймире был. В Диксоне был. 2 года, 2 месяца земля Франц Иосиф был. Там я пробыл. И там я срок закончил. Там считался... Все 11 лет. А? Вы все 11 лет пробыли, получается. Там я 1 к 3 посчитал. Угу. 1 день, 3 дня считал. 1 к 3. И там я срок кончился. Привезли меня обратно на Рильск. А когда Маленков стал, было очень легко. Совсем другой климат был. Другой климат. Заключенным была зарплата. Там, где земля Франц Иосиф, я работал 2 года, 2 месяца. У меня был 2400 оклад, бригадирский оклад. Я бригадиром работал. Шахты добывали уголь, 5 объектов лагерев, 5 объектов обеспечивали моя бригада. Только моя бригада был там, а 35 километров были центральный лагерь и другие объекты. Обеспечивали мою бригаду углем. Угу. Топить надо. И прибывали, аэропорт был, где моя бригада, 6 человек разгружал самолеты. Груз. Все было продукты. Прямой обеспечивал, я не знаю, откуда это было. Мясо, масло, туда, сюда. Ну, все везли туда, на центральный объект, не в лагерь. И вот так же там пробыл. Я обратно, когда срок кончился, привезли освобождающий лагерь обратно в Норильск. Назывался 33-й лагерь. Освобождающий лагерь, и я там освободился, уже в Норильск город меня провезли. То, что на лицевой счет мне шел, деньги, 10, теми деньгами, 10 тысяч чем-то я получил в банке. Потом я пошел на базар, купил 2 костюма, сапоги, шапку каракулевую. Норильский это уже. А мать без меня умер. Я в Норильске сидел в КПЗ в 1951 году. И я получил письмо, что мать умер. Младший братишка остался, и невеста остался. И потом я устроился, в зимнее время баржи не ходят, в Красноярск, по Енисею. Из Дудинки про Красноярск. И потом устроился я в шахту. Я имею, то есть уже опыт имею, бурильщиком работал, взрывником работал.
уже опыт имел. Я рудный шахту устроился, вот эту зиму проработал. Летнее время уже на барже отгрузили нас. И тоже под комендатуру. До самого района, где ты жил, туда под комендатуру провезли. Сколько пересылках, сколько тюрьмах проходили обратно. И вот приехали. Тогда я перед выездом, 2 месяца прошел. Я как выслал перевод, деньги, 160 тысяч. Я как выслал. Я приехал, уже 2 месяца прошел на дорогу. Приехал, деньги не получил. Я пошел в почту. Я говорю, где деньги? Перевод. 2 месяца, как я послал. Да нет, туда-сюда. Хотели как-то скрыть его. И нашли туда-сюда. Деньги получили. И также обратно начали работать в селе. Проработал, даже не успели устроиться, как чуть уже начал жить. Давай. Хрущев Принял решение. Принял решение, 20-й съезд решение принял освобождать. Комендатуру снял, все снял. Давай домой. А народ знаешь как? Только пешком пошли бы. И приехали сюда. То, что Казахстан выслали, это еще цветочки были, как здесь они встречали. Как они здесь встречали. Не пускает, дом не пускает, тоже. Тот, кто заняли... Тоже такое же время, как нас выслали, такой же погода, дождь, снег, мокро, детьми. Ну, все ж таки нахально находили. Начали прожить, устроились, жили за свой дом, отцовский дом, я заплатил 10 тысяч теми деньгами. 10 тысяч. Суду давал для построительства, давал по 11 тысяч суда. Суда получил, это 10 тысяч. Жил один старик, а 2 сына у них жили в городе, а старик-старуху жил в доме. 1 копейку он не уступил, 10 тысяч заплатил я, а купить не разрешал. Что только не делали, Райисполком, райком, туда-сюда. Этого старика, как они пугали, у него у челюсти уже, что делать, говорит. Я говорю, я тебе 10 тысяч отдал.
ты уезжай, я говорю. Я потерял больше, я говорю. Пускай это 10 тысяч пропадет. Я ему так говорю. Пожалуйста, говорит. Они поехали. Дом я оформил по неволе. И жили. Жили до этой времени. Потом, сколько? 40 лет мы там жили, да? До 92-го года. Вот. 36 лет. В 1956 году, 7 ноября, самое первое начало я приехал в это село. Мгм. А что сейчас с вашим домом? А? С вашим родовым домом, что сейчас в Базоркино? У нас в домом, Да, там, Базоркино, что сейчас с ним? Он в есть? доме, Да. там сожрали все. Там уже его нет. Пять домов. Его новый дом. Другого сына новый дом. Другого все сравняли 5 домов. Ничего там нету, кроме земли. Также потом начали вот этот второй депортации. И вот я, Артем, скажу одно. Этот народ, железные трактора, машины, самолеты, ломается. Ремонты делает. Этому народу ни ремонт нету, ни капитальный нету. И живут. И вот, посмотри, построили. То, что которые здесь жили, лучше их мы начали уже жить. Да, там в Базоркино, Чермени, как сегодня называется, Да. можно увидеть улицу, где живут ингуши. Недалеко от кладбища, как я это понял, там стоят большие, красивые кирпичные дома. Да. И в отличие от других домов. А есть Да. дома, которые, я обратил внимание, брошенные, то есть там никто не живет, выбитые окна, стекла. Я так понимаю, что это ваши были дома. С того времени. Когда мы приехали, одну замазку они в доме не сделали. В наших домах живут, и ничего они не сделали. Как жили, так и жили. Как и жили. Потом начали учиться, как жить. Да. У меня сосед был, царь ему небесный, картошку сажать он не знал. Клянусь, Как посадить картошку? картошку сажать. Ага. Лопаткой вот так, не паханый, вот так лопаткой землю поднимает, картошку туда ложит. Ну да, неправильно. И вот так. Потом, как мы начали пахать, как начали картошку сажать, и они уже научились этим. Не знали. Но они, я их не виную, они не занимались этим. А мы до высылки и занимались этим, картошкой, всему.
Они обрадовались. В чем? О, говорит, Беслане прибыли самолеты, танки разгружают. Ну, все солдаты России за них стояли. Все за них стояли. А как началось? Я просто слышал, что говорят так, что ингуши ночью напали на спящих жителей Северной Осетии с ножами, с оружием, чуть ли не на танках вы заехали уже прямо да какой там? Да. Потом я прочитал просто постановление Генеральной прокуратуры о событиях осетино-ингушского конфликта, и там этого нет. Потому что сам Шойгу ездил тайно в Назрань и видел собрание, что ингуши стояли без оружия. Что? Ничего не было. Ни самолетов, ни взлетных полос, которые были, ни БТР, ничего. Ельцин им разрешил заранее покупать БТРы в колхозе. Все разрешили. А у нас что за БТР? У нас какой БТР у нас был? У него ничего не было. Ничего не было. Ничего не напали. Они заранее щупали. Это Галазов, это даже не народ там виноват. Да. Простой. Там Галазов Это спровоцировал. вся верхушка была. Верхушка. Я простых народов, я их не виную. Это все сверху. Сверху был. Да. Народ напугали, они были в шоке, И сверху был. в ужасе, да. И Сверху. Даже сейчас уехать они боятся. Даже продать дом не разрешает им. да, это правда. Многие хотят уехать. Не разрешает. То, что было во время 56-го года, тоже такой же самый. Тоже такой же самый. А это когда началось, вы находились в Базоркино, дома у себя. В принципе, все события в этом Чермене, так сегодняшним названием будем говорить, обозначать, происходили именно в этом селе. Да. Да. Октябрьская, по-моему, Чермен. И Да. в основном, да, вот Чермен. Как вы спасались от этой истории? Насчет этого, 3 дня мы там были. Ага. 3-й день. Последний мы оттуда вышли. Последний. Последний мы вышли оттуда. А вышли вы как? Просто многие уходили через горы, через реку. Не соврать. То, что вокруг меня жили соседов, несмотря что ингуши вражду имеют, что осетины вражду имеют, я, несмотря на это, ни одному соседу трогать не давал. Угу. Ингушам я не давал трогать. Ни одного человека. Пускай скажет. Я их выручал. Дома зайти, в доме сделать что-нибудь я не давал. Я сам стоял за них. Ну, этого все дома подожгли. Ну, я не буду говорить. Это сопляки. Да, мы уже все так. Сопляки сделал, Кто это сопляки. сделал? Да. Вот это поджигание,
Это сопляки сделал. Я так считаю. После этого конфликта вы уже сюда, да? Да. В Карабалак переехали. После этого конфликта где только не жил. Я С семьей вы? 6-7 лет в Майском жил, в вагончике. В вагончике жил. Троицким жил. Вот так скитались. А В детей у конце вас... концов, а? Сколько детей уже было у вас на тот момент? Все были уже? Кого? Дети же у вас уже были на тот Дети были, да. Они же уже большие. Дети были, С вами же везде были. да. С женой. Они все были вместе. И в конце концов остановились здесь, возле Джамальки. На следующий день Сиражудин Пагоров пригласил меня в гости. Там собрались все родственники, читали Мавлид, ну а также отмечали большую дату 95-летия Сиражудина Пагорова. Нет, не праздновали, а просто отмечали и пили чай. Так вот, было грустно смотреть на то, что никто из администрации президента, либо Народного собрания не пришел и не уважил старика. Я считаю, что должно быть стыдно, ведь это ваш золотой фонд Ингушетии и нашей страны. Как-то некрасиво получилось. Не каждый день 95 лет. У меня еще такой вот, не то что вопрос, а, наверное, просьба обратиться к вашей молодежи, к будущему вашей республики, нашей страны. Что бы вы могли пожелать молодому поколению? Что я могу пожелать? Чтобы было цветущей жизни, чтобы было мужественный, чтобы было спаянный. Вот это я попросил бы. Можно сказать даже на ингушском, они вас услышат. Стариков и мужчин в возрасте ваши, я знаю, очень сильно уважают, прислушиваются. Я думаю, что... فهذا غرامة الدرفت تغنى وكمن يقيلات البوا برتي وكمن يقيلات الدوا تحاو تغلري وكمن يقيلات الدوا دين تغلري برت غلرك حجة ماركا دين الغدات دين الضاديان دوي دين الضاديانت تحور خنش كونخي خندول دو كونخ شل ضاديانت ذيو دو غدات دي شاشنا شاش حميو أخي تار رزق نتاع بالك حاجة دين الضادات ده رزق نتاع ديان دوي رزق نتاع كيف قاعد يسمع ويدان أني دوخ الدولار دوي وعلى دسلتشونا قلازوزي أنهم غراج ديتشونا شيداناني دوك أخشى أن شو أن دولار دو هم ديتشون وعلى دسلجواتشو ولا بيس يرث ولا بيس تاك أزلهم ويدوتي تش تاغن ديتشونا ويليلج والله دار ونحشل مداتشون ونحشل دات ويعد علي عديث دال جيش دول سلبك مولا سراجدين دينوست شستيش ماركا داسر وي أحوش خان وسلات ديش خان ستاتيش قواش داسر وي يعني دول هم تان لاتش ده Soğan azıl marka ve kam doğa tıcı ve zankaz ya kam o severni Kavkazya datır az değerli station mudu şu ana diz şerik dakhaça diz şerik dakhaça bolmuş naha az dutur bak dat çok oldu şu an
وكما دوح قام وكوكازي هندي سخاش وشان وكما دوح قام وكوكازي هندي سخاش وشان تغن مازدولش خمش ديت وين قون عمل دادش خمش وين بيجي جعت وين بيجي جعت الداسر وين برك بالري وين قون خدالري دات بي والله بالله يقول لك ما دات بي دم يا وي ويل دوي وي ماليول جوايا ويلي وي مال دولار دا ديت شون دو ويل ديار دات قشعم تنا ديغر سديغر در تان ديت شون تبرت خانه تقون خيشول خانه قون خيخن دوت الدروي سم ديت شون تاكو كشبه تاكو كمالبه دسر داهم ديتيشون والله بالله تان واجب ليل دير دو رزقي في ظاهر ما داتشون Это мне переведут попозже. Баркал вам за гостеприимство. Баркал вам. Да, за то, что пригласили, согласились. Вам бархал, Артем. Мне пока что не за что. Я просто, как русский по своей национальности, уж выделю. Мне не безразлична жизнь моей страны. Мне не безразлична жизнь людей в моей стране. А вы часть России. И о вас должны знать не как о плохих людях, Большое спасибо о тебе. людях, которые Большое действительно спасибо тебе. гостеприимны, Я- добродушны, отзывчивы. И Я ничего плохого вот не этот сделали. последний, который я говорил по-ингушски, чтобы это говорить, я специально тебе позвал бы. Чтобы это сказать. Когда я через глаза Саржудина заглянул к нему в душу, в ней я увидел огонек надежды и веры на светлое будущее не только Республики Ингушетия, но и всей нашей страны. И мы, молодое поколение, не должны этот огонек погасить. Понимаете? Мы с вами должны бороться с трудностями. Ведь мужчина становится тогда мужчиной, когда он умеет преодолевать любые препятствия и трудности. Когда есть дисциплина. И правильно сказал Саржудин, что в этом мире деньги не решают ничего. Главное, что здесь. А сейчас все, как мы видим с вами, продается. Многие предают ради того, чтобы кошелек свой набить. Но нельзя так. Давайте каждый из нас задумается и сделает выводы. От себя, от своей семьи, от всех подписчиков моего канала в YouTube, а также от Инстаграма, я еще раз хотел бы поздравить Саржудина с 95-летием. Саржудин, у вас прекрасная семья. Дай Бог вам долгих лет жизни. Радуйте своих детей, внуков, правнуков, праправнуков. У вас там больше уже их 90. Это прям впечатляет. Берегите себя. Ну и ко всем я хотел бы еще обратиться. Будьте едины, особенно ингуши. Пока мы едины, как говорят, мы непобедимы. Но если вам понравилось это видео, то поставь ему лайк, подпишитесь на мой канал. Дальше больше. И берегите себя. С вами не прощайся, я говорю. До встречи.